Также затронул вопрос нелегальной иммиграции в Абхазию. Есть проблема есть легальная иммиграция, конечно же, да, то есть люди получают официальное разрешение. Это в основном гастарбайтеры, так называемые, из Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан и так далее. И тем не менее, есть очень много и нелегальных иммигрантов в Абхазии, которые приезжают в Абхазию, где-то прописываются в каких-то местах, таких деревнях, а потом уже легализуются вот, и даже получают гражданство и паспорта. Кроме того, существует еще другой легальный способ получения гражданства, это комиссия по гражданству, да, при президенте. Я участвовал, кстати, когда был в МИДе, работал 5 лет. Вот. Все-таки, конечно, это важно, чтобы люди в Абхазию приезжали, особенно если касается специалистов, очень важно для Абхазии, специалистов. Однако, учитывая контингент тех, кто подает это не всегда специалисты, это часто пенсионеры, допустим, люди, которые уже не могут принести для Абхазии ничего хорошего, такого в плане экономики, культуры, просто хорошие условия жизни в плане вот нашей природы и климата. И в год комиссия выдает, то есть часть этих людей, это люди в Абхазии родившиеся, и они восстанавливают гражданство. Здесь, мне кажется, проблем не должно быть вообще. Но часть людей, часть населения, половина, можно сказать, аппликантов, это те, кто в Абхазии никогда не жил, просто хотят здесь пожить. Вот. И в год комиссия выдает примерно около 3000 лицензий на гражданство, паспортов. Умножить на 10 лет, получится 30 тысяч. Это для Абхазии большая цифра. То есть надо об этом очень хорошо подумать и посмотреть на опыт других стран, маленьких стран. Например, княжество Монако. Вот, вы знаете, процветающее княжество, хотя еще недавно это было, лет 50 назад, такая бедная деревушка, получилась одна из самых таких дорогих стран мира, и тем не менее, там живет очень много иностранцев, покупают недвижимость, без проблем совершенно. Но гражданство получить невозможно вообще. То есть на внутреннюю ситуацию в стране она никак не влияет. Другой пример – Объединенные Арабские Эмираты. Население коренное 18% местных. Остальные все гастарбайтеры. Но они живут уже годами, там, уже поколениями живут. Получить гражданство невозможно. 18%. Получить гражданство невозможно категорически. То есть люди живут, они участвуют в экономическом развитии страны, там прекрасные условия для экономики, очень мало бюрократии и так далее. Но получить гражданство и влиять на внутренние процессы в стране, на референдум, на выборы, они не имеют права. Я думаю, что надо подумать о каких-то ограничениях в плане предоставления гражданства именно по легальному пути. Здесь тоже нужно, мне кажется, какие-то меры принимать, вот, ограничительные. И хочу завершить свое выступление цитатой из выступления Владислава Арзеба, главы нашего государства первого. Это цитата. «Мы защитили свою землю, дошли до Ингура. Зачем нам эта победа, если здесь не будет жить абхазов? Если нас не будет много? Если другие народы придут сюда и будут здесь жить, заберут наши земли, дома, заберут все, что у нас есть. Для чего такая страна для абхазов? Нас должно быть много. Когда мы говорим о строительстве государства, в первую очередь мы должны решить проблему демографии. В первую очередь. Я считаю, что это очень важный посыл, который мы должны все помнить и, соответственно, действовать на всех уровнях.